Коллеги, добрый день. Сегодня мы хотим познакомить вас с сервисами биллинга в личном кабинете. Биллинг – это комплексная система, которая обеспечивает расчет стоимости услуг, применение тарифов и сборов, формирование юридически значимых документов, а также контроль сроков и статусов оплаты. Сегодня мы бы хотели показать не только интерфейс раздела в личном кабинете, но и ту логику, которая стоит за расчетами и формированием документов. Как и любой биллинг, наша система построена на формализованной основе, в качестве которой выступает нормативный документ положения о тарифах и сборах. Именно этот документ задает базовые правила, является он частью свода правил Центрального депозитария, и его новая редакция была утверждена совсем недавно, 14 мая текущего года, введена в действие с 1 июня. С небольшой оговоркой, что те тарифы, которые применяются к услугам, оказываемым на портальной основе, они будут вводиться с 1 июля 2026 года. Документ доступен на сайте и определяет такие, во-первых, правила тарификации, то есть какие услуги подлежат оплате, по каким условиям, какие должны быть сборы применяться. Это тоже отдельный такой элемент, какие могут быть дополнительные тарифы, то есть это отдельная задача для биллинга, что то есть система должна уметь начислять не только основные тарифы, но и какие-то дополнительные обязательства. И также положение определяет порядок предъявления счетов, то есть напрямую влияет на то, как эта информация должна быть представлена в личном кабинете. В нашей системе биллинга есть две основные ветки оплаты. Первая – это предоплата, то есть сначала деньги, потом услуга. Второй способ – это последующая оплата или постоплата, то есть мы заказываем сначала услуги, и клиент оплачивает ее уже по факту, значит, в конце расчетного периода. Последующая оплата применяется не только для эмитентов, депонентов, управляющих компаний, ТО, фондовой биржи и клирингового центра КАСЕ. Для остальных клиентов, то есть для физических лиц, для юридических лиц без договора, используется модель предоплаты. Для биллинга это один из ключевых параметров, потому что именно он определяет дальнейшую схему формирования документов и начислений. После определения способа оплаты система должна определить, какой документ необходимо сформировать. Положение предусматривает два типа счетов. Это отдельные и сводные счета. Отдельный свод формируется по какому-то событию или конкретной услуге, а сводный счет формируется только для постоплатных участников, вернее клиентов, и объединяет все начисления клиентов за этот период. То есть выбор между отдельным и сводным счетом между сводным счетом и отдельным счетом выполняется системой автоматически на основании категории клиента и применяемой модели расчета. Расчетный период – это не только расчетный показатель, но и элемент, который определяет, с какой периодичностью нужно выставлять счета. Для эмитентов расчетный период – это квартал, для депонентов – это месяц. Именно по этому параметру будет работать поиск в личном кабинете, то есть вы не можете выбрать какой-то произвольный диапазон дат, а только тот период, который установлен для вас, той тарифной модели для его категории. То есть, например, написать там, правда, мы уже сделали период, что он уже по умолчанию выбирается. Тем не менее, возникают иногда какие-то осложнения, чтобы найти нужные документы. Так, следующий у нас уровень – это уже сами услуги. То есть у нас тарифы привязаны к конкретным видам деятельности. Деятельность депозитария могут быть это ведение реестра держателя ценных бумаг и финансовых инструментов, то есть регистраторская деятельность, депозитарная, банковские услуги и так далее. Именно по этим направлениям система группирует начисления и формирует детализацию, которая затем становится частью сводного счета.
Отдельно хотелось бы отметить механизм учета сборов сторонних организаций. ЦД несет определенные расходы при взаимодействии с внешними инфраструктурными участниками рынка. После получения подтверждающих документов и инвойсов эти расходы распределяются между клиентами в зависимости от того, к каким инструментам, субсчетам или денежным средствам они относятся. Особенность данного процесса заключается в том, что такие сборы включаются не в текущий, как правило, а в следующий расчетный период. Это, во-первых, позволяет обеспечить корректность распределения и наличие всех подтверждающих документов до момента выставления или перевыставления этих денег, этого счета клиенту. Так каким же образом происходит у нас начисление? Немножко заглянем под капот, как это происходит. То есть в течение расчетного периода данные об оказанных услугах накапливаются в нашей базе данных, фиксируется вид услуги, сам клиент, его лицевой счет или субсчет, объем оказанных услуг и тариф, который подлежит применению. После завершения расчетного периода запускаются уже функции консолидации данных, система агрегирует информацию по всем услугам и формирует детализацию. Детализация отражается, я потом попозже покажу сам документ, отражаются виды оказанных услуг, количество операций, применение тарифов и итоговые суммы начислений. Фактически детализация является таким первоисточником для формирования сводного счета. После, то есть генерится сначала в биллинге сводится все, потом генерация детализации, только потом уже после всех сверок начинают генериться счета и акты выполненных работ. Перед публикацией мы, как правило, выполняем контрольные процедуры, это проверяем полноту начислений, сверяемся между документами, сверяемся между данными бэк-офиса и корректностью расчетов. После этого документы подписываются ЭЦП уполномоченного лица на подписание такого рода документов и направляются в личный кабинет. Согласно положению, сводный счет должен быть сформирован и доставлен клиенту в течение 10 календарных дней после завершения расчетного периода. Срок обусловлен тем, что, во-первых, проходит проверка полноты и достоверности расчетов, затем подтверждающие документы, которые зависят от зарубежных участников рынка и находятся вне нашего прямого контроля. Действующие сроки, они применяются единообразно ко всем клиентам и направлены на обеспечение качества и достоверности предоставляемых документов. Теперь предлагаю перейти непосредственно к личному кабинету. Мы посмотрим, как, во-первых, происходит регистрация. Так, минуту. То есть для регистрации нам нужен только ЭЦП первого руководителя, и где он может уже, зарегистрировавшись только по ДЦП, поменять своим сотрудникам поменять какие-то роли. Например, для биллинга это актуально подписанта присвоить ему. То есть он выбирает здесь личный кабинет депонента, выбирает роль и присваивает ему. Так как мы выбрали клиента, который может быть и депонентом, и эмитентом, одновременно присваивается роль наблюдателя, роль подписывающего и в кабинете эмитента. Здесь мы смотрим, как выбирается вот в кабинете эмитента документы, которые уже поступили в личный кабинет после формирования. Обязательно выходит напоминание, что нужно подписать акт выполненных работ. Скачивается, мы видим, что оказана услуга по ведению реестра, акт выполненных работ и счет в кабинете доступны.
Если это заходит депонент, он также выбирает, проходит те же процедуры, выбирает периоды, которые ему предлагаются, ежемесячные. Здесь мы видим уже больше ему доступно услуг. Сейчас, минуту, я хотела остановиться вот на этом кадре. То есть мы здесь видим, что именно и в детализации будут, так и в счетах все услуги будут агрегированы по видам деятельности. То есть счет выставлен за услуги по предоставлению банковских операций, при осуществлении собственный клиентский счет по услугам при администрации. Это вот именно сбор и сбор при осуществлении депозитарной деятельности. Также можно для формирования какой-то сверки между платежами и начисленными суммами можно сформировать акт сверки. Акт сверки – это бухгалтерский документ. У него достаточно, это шаблон, который известен всем бухгалтерам. И в конце какого-то периода обычно всегда запрашивается акт сверки и подписывается. То есть его можно будет заказать или в личном кабинете, или в каждый квартал бухгалтера в ЦД рассылают эти акты сверки по личным кабинетам ежеквартально и в конце года соответственно. Давайте посмотрим теперь сами документы, как они будут выглядеть. Сейчас, минутку. То есть так выглядит детализация, например, это за услуги регистраторской деятельности, то есть перечисляются все услуги, перечисляется применяемый тариф, начисляемая сумма, которая будет в оплату уходить, и по какому договору и за какой период. Эта детализация также, это здесь сборы учетных организаций, которые выставляются в возмещение расходов ЦД. Здесь также сборы по депозитарным услугам, по налогам, то есть также видно, за какой период и так далее. Как выглядит счет? Счет выглядит на общую сумму, но здесь, если мы видим счет только за одну услугу по регистраторской деятельности, счет по нескольким видам деятельности, несколько было видов услуг оказано по нескольким видам деятельности, то здесь видно, за какую именно каждому вот этой сумме будет идти детализация. И АВР, соответственно. Что касается валидации, то у нас здесь существует, во-первых, сама система валидирует и ЭЦП, и можно проверить, можно будет проверить еще и детализации, они формируются доступны в личном кабинете в формате PDF, XLS, XML. Про уникальный номер мы уже повторили. Валидность ЭЦП проверяется самим личным кабинетом, то есть если система в реальном времени проверит сертификат подписанта, не отозван ли, истек ли его срок и так далее. Таким образом, ЛК обеспечивает не только доступ к документам, но и возможность проверить их подлинность и юридическую значимость. Дополнительные сервисы биллинга – это, во-первых, доступные документы по предоплате. Мы сегодня смотрели только личный кабинет эмитента и депонента. По предоплате и данным категориям клиентов могут быть документы формироваться только в случае расторжения договора или какой-то корректировки расчетов или получения каких-то услуг вне регламента. Второй сервис – это акты сверки, мы с вами посмотрели. И третий раздел – это общие документы, где формируются счета за возобновление обслуживания и тоже документы, которые не входят в стандартный расчетный цикл. Еще отдельный раздел биллинга, о котором хотелось бы упомянуть, это система уведомлений. Во-первых, они могут быть контролировать жизненный цикл выставленного счета. Клиент получает уведомления о появлении новых документов, о приближении срока оплаты или о возможном наступлении просрочки.
В соответствии с нашим регламентом, за 6 дней до окончания срока оплаты система автоматически будет направлять уведомления через личный кабинет, электронную почту. Если оплата не поступает, приостанавливается обслуживание на второй рабочий день следующего расчетного периода. При этом система биллинга автоматически рассчитывает тариф за возобновление обслуживания и формирует соответствующий счет для клиента, который как раз-таки попадет именно в общие документы. То есть папки постоплаты и предоплаты – это для регламентных документов, а общие – те, которые вот именно вне регламента. Если посмотреть сами форматы сообщений, то они, вот если это приходит счет за возобновление, напоминалка, что вы обязаны заплатить тариф за возобновление, это за приостановление оказания услуг, о том, что есть задолженность и о том, что поступили какие-то документы, вернее, документы на оплату в личный кабинет, приходит с ссылкой, на какой период поступили документы. На этом, наверное, можно уже завершать. Здесь я на этом слайде собрала те вопросы, которые наиболее часто возникают в процессе работы биллинга. Во-первых, где скачать счет за прошлый месяц. Они в папке постоплата, и нужно выбрать соответствующий, во-первых, обязательно тип лица, эмитент-депонент, год и период. По отложенного платежа у нас нет, то есть сроки четко оговорены до конца следующего расчетного периода, то есть на оплату квартальных для эмитентов квартальных счетов есть следующий квартал, для оплаты ежемесячных счетов для депонентов это следующий месяц. Если не видно часть счетов, то это именно нужно выбрать корректный тип лица, об этом я уже говорила, и выбрать период из числа предлагаемых периодов. Если у вас поменялся бухгалтер, нужно, конечно, деактивировать прежнего и пригласить нового, присвоить ему роль подписанта. Если ваш договор заблокировали и вы уже не можете воспользоваться услугами ЦД, счета у вас на возобновление договора не будут опять-таки в личном кабинете, будет отправлено уведомление, и только после оплаты долгов по предыдущим счетам и оплаты счета за возобновление, тогда автоматически система, никуда звонить не надо, автоматически система разблокирует ваш договор, и все услуги будут доступны. На этом, наверное, я уже завершу нашу сегодняшнюю встречу. Таким образом, биллинг для клиента – это такая единая точка доступа ко всем документам и расчетам, а для ЦД это тоже инструмент для обеспечения прозрачности, управляемости процессов, тарификации и расчетов. Спасибо.